Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем церемонию награждения и гала-концерт лауреатов 4-го Международного фестиваля конкурса хореографических училищ, колледжей и академий «Малый Нуреевский». Для приветствия на сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Башкортостан Гульдар Исмагиловна Хамитова. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые гости, уважаемые участники нашего фестиваля. Разрешите поздравить всех нас с успешным завершением 4-го Международного фестиваля «Малый Нуреевский». Этот фестиваль был организован, проходит 4-й раз на родине нашего всемирно знаменитого земляка Рудольфа Нуриева и объединяет не только коллективы Российской Федерации, объединяет коллективы и за пределами Российской Федерации. Традиционно участниками нашего фестиваля были и продолжают быть участники из Казахстана, представители из Белоруссии, представители из Узбекистана, из Киргизии. И мы надеемся, что дальше будет продолжение, и границы наши дальше расширятся. Хочу выразить от имени правительства Республики Башкортостан, от имени Министерства культуры Республики Башкортостан огромную благодарность и признательность всем участникам, коллективам, школам, их руководителям, наставникам, родителям наших участников. Особую признательность хочу выразить авторитетному жюри, организаторам за такое торжество и за такой прекрасный праздник. Мы рады действительно вот в это непростое время, время локдауна, мы смогли очередной раз организовать этот прекрасный праздник, фестиваль «Малый Нуреевский». Он будет продолжением доброй традиции еще долгие-долгие года. И обязательно выявит новых артистов балета и народного танца на башкирской земле, где начинал свой путь наш знаменитый земляк. Знаменательно, что в рамках 4-го фестиваля удачно вписался хореографический конкурс, который выявил самых лучших, самых талантливых исполнителей танца, благодаря которому зажгутся новые яркие звезды хореографического искусства. Пусть и далее, в будущем, этот праздник танца открывает новые имена, новые талантливые лица и вдохновляет на новые свершения, вновь и вновь дарит незабываемый праздник танца. Спасибо. Благодарим вас, Гульдар Исмагиловна. На сцену приглашается директор Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Алия Галеевна Вильданова. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, вот уже 4-й раз мы проводим этот замечательный праздник танца. Но этого праздника могло бы не быть, потому что наша школа, она существует благодаря ее основателю, конечно, благодаря тому, что поддержана инициатива создания школы Министерством культуры и Российской Федерации и Республики Башкортостан. Но буквально в преддверии конкурса к нам пришло очень печальное известие о том, что первый директор и основатель нашего в то время Уфимского хореографического училища ушел от нас. Али Салихович Бекчурин. Вслед за ним, вот знаете, как в песне, ушла его супруга Венера Хакимовна Галимова. Благодаря им существует вот эта система, которая есть
у нас, в нашей республике. И я прошу вас почтить минутой молчания память этих замечательных людей. Спасибо. Да, действительно, праздник состоялся, и наш 4-й фестиваль в нынешний раз прошел именно как конкурс. А в свое время он начинался с 2013 года по инициативе нынешнего представителя Республики Башкортостан в Совете Федерации Лилии Салаватовны Гумеровой. Нынешний фестиваль проходит, повторяю, при поддержке Министерства культуры Башкортостана, но также нас поддержал и Международный фонд Рудольфа Нуриева. То есть мы тоже дружим с этим международным фондом, потому что имя Нуриева для них так же свято, как и для нас. Мы стараемся память о нем сохранить. Я благодарю всех руководителей, которые приехали к нам. Как сказала действительно Гульдар Исмагиловна, в наше непростое время они нашли в себе мужество, силы. Времени для подготовки было очень мало. Мы не знали, что с нами случится завтра, но праздник состоялся. И дети показались очень достойны. Я благодарю руководителей, я благодарю представителя фонда Рудольфа Нуриева, мадам Мартин Ге, которая приехала сюда, и как ласточка из Парижа, именно специально на наш праздник. И, конечно, я благодарю наше уважаемое, высококомпетентное жюри, и разрешите мне представить наше жюри. Я попрошу свет в зал. Это заслуженный деятель искусств, главный редактор журнала «Балет» Валерия Иосифовна Уральская. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заведующий кафедрой режиссуры балета Александр Михайлович Полубенцев. Это профессор Академии танца, известный балетмейстер Вакиль Александрович Усманов, Австрия. И приглашаю на сцену нашего уважаемого председателя жюри, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, генерального директора Международного фонда балетных конкурсов Сергея Александровича Усанова. Надеюсь, что не в последний раз. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья, наши уважаемые участники. Они все сейчас здесь за сценой. Вы их увидите скоро. И члены жюри, и гости фестиваля. Что бы мне хотелось сказать и отметить? Это 4-й международный фестиваль-конкурс. Фестиваль – это 4-й, а конкурс – это 1-й. И мне хочется поздравить Башкортостан, и в частности город Уфу, с тем, что вот состоялся 1-й международный конкурс молодых артистов балета. И это очень здорово, потому что действительно не было до этого международного конкурса артистов балета в Башкортостане. И надо сказать, что 1-й конкурс удался, прошел очень организованно, и столько приехало хореографических учебных заведений
в это непростое время, это очень дорогого стоит, что называется, поэтому хотелось бы поблагодарить организаторов, а это очень сложно. Вообще конкурс организовывать сложно. Конкурс молодых артистов, юных, еще сложнее. И плюс к этому в время пандемии. И мне хочется поблагодарить Министерство культуры Башкортостана за то, что оно дало возможность очно провести такой конкурс в это непростое время. Не говоря уже о поддержке финансовой и так далее. Поэтому я поздравляю Министерство культуры Башкортостана, спасибо большое. Поздравляю Башкирское хореографическое училище имени Рудольфа Нуреева, всех организаторов, кто имел к этому отношение, и спасибо театру, что он предоставил свою сцену для третьего тура и заключительного концерта. Так что это большой праздник балета в Уфе, и я надеюсь, что этот фестиваль-конкурс будет набирать обороты, будет расти, и, я надеюсь, в недалеком будущем станет полноправным членом Международной федерации балетных конкурсов и фестивалей, существующей под эгидой ЮНЕСКО. Итак, в добрый путь фестиваль, конкурс Малый Нуреевский и большой удачи. А вам приятного вечера, дорогие зрители, и приятных встреч с юными, но очень талантливыми, перспективными будущими артистами балета, а может быть, будущими звездами мирового балета. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Начинаем награждение победителей 4-го международного фестиваля конкурса хореографических училищ, колледжей и академий «Малый Нуреевский». Младшая группа. Номинация «Классический танец». Лауреатом 2-й степени становится Александра Козлова, Красноярский хореографический колледж. Звание лауреата 1-й премии удостоена Анна Медзима, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Старшая группа. Номинация «Классический танец». Звание дипломанта в номинации «Классический танец» удостоены Мария Докучаева, Московская государственная академия хореографии. Александра Малярова, Московская государственная академия хореографии. Даяна Кадаралиева, Бишкекское хореографическое училище, Кыргызстан. Вероника Стерхова, Пермское государственное хореографическое училище. Алисия Пак, Якутская балетная школа. Звание лауреатов 3-й премии в номинации «Классический танец» удостоены Даниил Потапцев, Академия танца Бориса Эйфмана, Санкт-Петербург. Евгений Масленников, Московская государственная академия хореографии.
Таисия Коновалова, Московская государственная академия хореографии. Звание лауреатов второй премии в номинации «Классический танец» удостоены: Дамир Тлесбаев, Алма-Атинское хореографическое училище имени Селезнева. Анастасия Каплина, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Звание лауреатов первой премии в номинации «Классический танец» получают: Иван Одинцов, Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских. И также звание лауреата первой премии получает Дарья Куликова, Московская государственная академия хореографии. Звание дипломантов в номинации «Народно-сценический танец» удостоены: Дарья Фоминцева и Александр Черноскутов, Уральский хореографический колледж. Сарика Шин и Илья Перемитин, Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских. Звание лауреатов третьей премии в номинации «Народно-сценический танец» удостоены: Анастасия Ерещенко, Академия танца Бориса Эйфмана, Санкт-Петербург. Ильнур Галимов, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Звание лауреатов второй премии в номинации «Народно-сценический танец» удостоены: Даниил Хасанов и Роберт Гараев, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Звание лауреатов первой премии в номинации «Народно-сценический танец» удостоены: Алисия Пак и Иван Одинцов, Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских. Победителями в конкурсе «Импровизация» становятся в номинации «Классический танец» Иван Одинцов, Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских. Рустам Сайгафаров, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Благодарим нашего дорогого председателя жюри. А для вручения специального приза журнала «Балет» на сцену приглашается главный редактор журнала Валерия Иосифовна Уральская. Добрый вечер. В год своего 40-летия журнал «Балет» предложил наградить несколько участников этого первого конкурса учеников. Они сегодня еще не артистов балета, а будущее нашего балетного театра. И для нас имело большое значение то, что в Башкирском
колледже есть коллектив учащихся, который исполняет интересно и своеобразно, и творчески танцы не только своего народа, но и дружественных народов. Исполнение белорусского танца ансамблевой группы мы просили жюри, и жюри согласилось наградить премией журнала «Балет». Специальный приз журнала «Балет» присуждается ансамблю Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Но это еще не все. Мы хотели бы наградить организаторов этого конкурса, пожелав ему очень добрый путь в дальнейшем. Еще одна небольшая награда. В этом конкурсе приняла участие самая молодая школа нашей страны. Это Уральское училище из Екатеринбурга. Если можно... Сначала небольшого пути. Спасибо. Дорогие друзья, мы благодарим организаторов и членов жюри 4-го международного фестиваля конкурса хореографических училищ, колледжей и академий Малый Нуреевский. И начинаем гала-концерт. Людвиг Минкус. Вариация весталки из балета «Пахита», хореография Мариуса Петипа. Исполняет Анна Маэдзима, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Андре Мессаже. Вариации из балета «Два голубя», хореография Фридерика Аштона. Исполняет Елизавета Мусорина, Белорусская государственная хореографическая гимназия «Колледж».
Рикардо Дриго, Арлекинада, хореография Мариуса Петипа, вариация Арлекина. Исполняет Иван Одинцов, Якутская балетная школа имени Аксении Натальи Посельских. Людвиг Минкус, вариация из балета Пахита, хореография Мариуса Петипа. Исполняет Даяна Кадыралиева, Бишкекское хореографическое училище. Петр Ильич Чайковский. Вариация принцессы Флорины из балета «Спящая красавица». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет Анастасия Малярова, Московская государственная академия хореографии.
Музыка народная, барыня, хореография Екатерины Тайшиной. Исполняют Сарика Шин и Илья Перемитин. Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских. Цезарь Пуни. Вариация царицы Вод из балета «Конек-горбунок». Хореография Артура Сен-Леона и Александра Горского. Исполняет Мария Докучаева, Московская государственная академия хореографии.
Владимир Бочаров. Вариация Нерити из балета «Талисман». Хореография Петра Гусева. Исполняет Ясмин Байболова, Казахская национальная академия хореографии. Борис Асафьев. Вариация Филиппа из балета «Пламя Парижа». Хореография Вахтанга Чебукиани. Исполняет Жаргал Даржиев, Бурятский хореографический колледж. Иван Бессонов, «Рэгтайм». Исполняет Карина Ярцева, Саратовский областной колледж искусств.
Адольф Адам. Вариация из вставного ПДД балета «Жизель». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет Дарья Куликова. Московская государственная академия хореографии. Валерий Желобинский. Цыганский. Хореография Касьяна Галейзовского. Исполняет Анастасия Ерещенко, Академия танца Бориса Эйфмана.
Цезарь Пуни. Вариация Актеона из балета «Эсмеральда». Хореография Вахтанга Чебукиани. Исполняет Дамир Тлесбаев. Алма-Атинское хореографическое училище имени Селезнева. Это был маленький татарин, такой бедный, такой неухоженный. Отец ему не позволял танцевать, бил его, а его было нельзя от меня оторвать. И потом его почему-то возненавидела татарка, заведующая детским сектором. Вот, чтобы его не было. Я говорю, что вы делаете? Это же талант. Нам таланты не нужны. Анна Ивановна Удальцова – первый педагог Рудольфа Нуреева. В молодости она была приглашена в знаменитую труппу Дягилева, выступала вместе с Павловой, Шаляпиным, Корсавиной, свободно владеет 3 языками. Когда проходила эта съемка, этой удивительной женщине исполнился 101 год. По моему настоянию он приехал в Ленинград. Балетная судьба Рудольфа Нуреева началась здесь, в этом городе, тогда еще Ленинграде, в начале 50-х годов. Время было непростое, как, впрочем, и всегда в России. Но и оно приносило свои маленькие радости. Рассказывает главный балетмейстер знаменитого Мариинского театра в Санкт-Петербурге Олег Виноградов. Буквально где-то на одном из годовых концертов на верхней сцене маленького школьного театра, хореографическом училище, в одном из концертов, в котором обычно проходит производственную практику учащиеся, буквально вся школа и все заговорили о явлении, которое было совершенно из ряда вон выходящим. Ну и, естественно, для меня, когда я только-только еще, так сказать, начинал постигать балет, тогда, когда эти 2 человека вышли на сцену, а эти 2 человека были Алла Сизова и Рудольф Нуреев, вот, конечно, это было совершенно феноменом. Вот. И они так танцевали, как до них никто не танцевал.
мужская вариация в исполнении Нуреева. Школу, где учился Рудольф Нуреев, ныне Академию русского балета имени Вагановой, представляют Мария Шевелла и Георгий Хребтов. В их исполнении вы увидите маленькое адажио из балета Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена.
Музыка народная. Башкирский танец «Зарифа» исполняют учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.
Дорогие друзья, антракт.
сумасшедший успех. В газете, вот мне прислали газету тогда, читают, что у Жаклин Кеннеди был прием. Леди Астер, леди Вандербильт, ну вот такие. И Рудик был с ними очень мил. Это мой бедный, лохматый татарин, видите, он был мил. Ничто не сравнится с радостью встречи, я думаю. Анна Ивановна, здравствуйте. Рудик. Да, ты? Это Рудик, да. Как же, хорошо, видите? Ой, Да, это ой, я. мой мальчик. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боже мой. Как чудо вас видеть. Хорошо, здорово. Выросли. А мне уже 100 лет. 100 лет как? Чудо. 100 лет. Завидую. Мне тоже хочется 100 лет. Счастье, я думаю, это такая вещь. You have to live with yourself. Вы должны жить с собой. Воспринимайте себя, как вы есть. Это чудно. Это моя жизнь. Тогда все другие входят в свое место. Но если вы сам собой не можете жить, у вас диворс, у вас развод сам собой, это несчастье. И никакие семьи, никакие там медали вам ничего не сделают. Ни деньги, ничего. Папа Луна, Крози. Хореография Вакиля Усманова. Исполняют Данил Хасанов, Роберт Гараев, Ильнур Галимов. Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева.
Петр Ильич Чайковский. Вариация «Феи нежности» из балета «Спящая красавица». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет Александра Козлова. Красноярское хореографическое училище. Петр Гертель. Вариация Лизы из балета «Тщетная предосторожность». Хореография Александра Горского. Исполняет Валерия Ермакова. Новосибирское хореографическое училище. Людвиг Минкус. Болеро из балета «Дон Кихот». Хореография Александра Горского в редакции Юрия Бурлаки. Исполняют Дарья Фоминцева и Александр Черноскутов. Уральский хореографический колледж.
Рикардо Дриго. Вариация Коломбины из балета «Арлекинада». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет Анастасия Каплина. Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Подлужная, лунная шаманка. Хореография Екатерины Тайшиной. Исполняет Алисия Пак, Якутская балетная школа имени Аксении Натальи Посельских.
Цезарь Пуни. Вариация Феба из балета «Эсмеральда». Хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Бурлаки. Исполняет Даниил Потапцев. Академия танца Бориса Эйфмана. Эдуард Дель Девес, вариация испанки из балета «Пахита». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет Таисия Коновалова, Московская государственная академия хореографии. Иван Армсгеймер. Вариация Марии из балета «Привал кавалерии», хореография Мариуса Петипа. Исполняет Елена Курамшина, Воронежское хореографическое училище.
Людвиг Минкус. Вариация из балета «Пахита», хореография Мариуса Петипа. Исполняет Евгений Масленников, Московская государственная академия хореографии. На сцене приглашенные гости из Государственной академии хореографии Узбекистана, студентки Фатима и Зухра Нурзулаевы, исполнят узбекский танец «Лазги». Aman
Арам Хачатурян. Вариация Армена из балета Гаине. Хореография Нины Анисимовой. Исполняет Иван Одинцов. Якутская балетная школа имени Аксиньи и Натальи Посельских. Петр Ильич Чайковский. ПДД из балета «Спящая красавица». Хореография Мариуса Петипа. Исполняют Вероника Стерхова и Артемий Макаров. Пермское государственное хореографическое училище.
Музыка композиторов 19-20 веков в честь танца. Хореография Александра Полубенцева. Исполняют учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.
национальность, это мое место жительства.